сейчас для наших зрителей было бы хорошо обосновать, аргументировать создание президиума. Вот именно от тебя, что обосновать законность создания президиума в чрезвычайных условиях, как в которых оказалось чеченское государство в результате оккупации. На этот вопрос я много раз отвечал, и здесь отвечу. Дело в том, что в 2007 году, в октябре месяце, команда, которую возглавлял Закаев Ахмед, Министерство иностранных дел, она заявила, что президент Док Умар предал нашу родину, отошел от нашей линии, создал Эмират Кавказ и получил за это $500 миллионов. Потом, когда мы пытались с ними связаться, они нас игнорировали. Лично я пытался с ними встретиться, не получилось. Они собрались где-то там в Норвегии. Москва их публикует. Там говорится, что если он это сделал, потом пошло, он это сделал. То есть потихоньку, понимаете, вот так вот на президента. Если такое со стороны президента, значит, решение принято, то нужно же официально, это же министр иностранных дел и его команда, изложить, что на самом деле было. Покажите, где документ, где указ и где доказательства того, что он получил эти деньги. Этих документов не было в природе, Фатхулла, не было. А раз таких документов нету, в соответствии с нашей действующей Конституцией, там сказано, что документы от имени нашей власти, официально не опубликованные в печати, не имеют юридической силы, не исполняется, все такое. То есть нету официальных документов, они обвиняют президента, и таких вот подтверждений того, что это сделал Доку, не было. И вместе с Сараляповым, так называемым председателем парламента, которого никогда никто не избирал председателем парламента, и который в купе 4 или 5 человек, и выпустили постановление 6 ноября 2007 года о том, что президент самоустранился, что он совершил типа такого преступления, поэтому они берут полномочия всей власти на себя. Он никаких документов о том, что он самоустранился, не выпускал. И мы тогда заявили, что это незаконно, это нельзя делать, потому что это вне нашей Конституции. Хочу вам сказать, что после этого, через месяц с лишним, 9 декабря, только тогда появился в эфире уже Амир Эмират Кавказа. То есть Док Умара в роли президента не выпускал ни одного документа, чтобы можно было сказать, что он совершил, скажем, в тот момент, когда все эти дела разыгрывали. Говорили, что он ушел, все такого не было. Мы должны действовать в рамках нашей Конституции. И эти заявили, что они, значит, являются главой государства Сараляпов, и он назначает председателем кабинета министров Закаева, должность, которой нет в нашей стране, вообще как таковой нет. Кабинет министров у нас возглавляет избранный президент. Поэтому, когда вот такая ситуация сложилась, мы начали думать, что же делать. И мы тогда делали заявление, что надо вернуться назад в конституционное поле, потому что это подрывает основу нашей государственности, ставит нас в неловкое положение, потому что руководство, как ушли в религиозное поле, там, а эти вели себя премьер-министром и действовали планомерно против нашего государства. Разные заявления делали, разные принимали документы. Вот как концепция обусловленной независимости была принята, в которой ясно сказано, что наша территория, Чеченская республика, является частью России, и из этой России сегодняшней мы должны выйти. А наше государство, которое было создано нашим народом по праву, как будто и не существовало. Эти вещи они делали и раньше, и в 2001 году, там, 2002 году в Швейцарии, в Лихтенштейне, потом в Копенгагене, и везде принимали тайно документы о том, что
Чеченская республика Ичкерия территория является частью России. Вроде бы наше все руководство как будто вот так вот. Где-то у нас были сомнения, поэтому мы долго думали, предлагали им вернуться в Конституционное поле, и мы оказались в состоянии, когда корабль, на котором мы плыли, скажем, наше государство, наш народ, оказался без руководства, без капитана, без их помощников. Все они разбежались, их смыло волной как бы. И оставшиеся члены правительства, члены парламента, органов местного самоуправления, судебной власти, эти люди, они начали думать, что же делать. И мы долго совещались, много думали. Мы понимали, что мы никак не можем согласиться с тем, что больше нет нашего государства, и его некому больше защищать. В связи с тем, что в 2004 году было опубликовано постановление парламента, и это постановление парламент подписал и президент Масхадов. В этом документе было решение парламента возложения ответственности организации и ведения всей политической работы от имени парламента республики. Имея эти полномочия, я советовался с многими нашими людьми. Мы пришли к выводу, что для того, чтобы сохранить этот корабль, на котором мы находимся, что мы должны управлять этим кораблем, сохранять его легитимную базу и двигаться дальше, пока этот корабль не пришел к берегу, пока мы не получим возможность освобождения нашей территории и там провести легитимные выборы на основе нашей Конституции. На этой основе люди из Кабинета министров, которые не предали, люди из парламента, которые не предали, и люди, которые являются органом судебной власти и органом самоуправления, мы сделали воззвание в августе 2009 года, в котором изложили вот эту всю позицию. И на этой основе создали временный орган власти Чеченской республики Ичкерия, и это соответствовало воле чеченского народа в рамках Конституции сохранения правовой базы нашего государства, сохранения нашей государственности. Строго в этих рамках мы образовали временный рабочий орган, который назвали Президиум правительства Чеченской республики Ичкерия. Никто, кто является членами этого президиума, не называли себя ни министром, не называли себя там и другими именами. Никто никого не назначал, мы только работали. То есть мы оставались на тех должностях, которые были у нас, нам даны нашим народом в 1997 году, когда нас избирали, назначали. А в соответствии с законом, в котором сказано, что в период оккупации территории нашего государства органы власти Чеченской республики Ичкерия сохраняют свои полномочия, все органы ведомства и органы местного управления, до изгнания с территории оккупационных войск. Вот эту линию мы проводим в противовес тем, что вот эта Закаевская компания или другие компании отрицают нашу государственность. Они говорят, что мы являемся частью России, поэтому мы, которые имели эти полномочия решением парламента, организовали вот этот орган власти, и наши решения мы приняли. В конечном итоге мы новым избранным парламентом утвердить. Вот на этой основе мы действуем, сохраняем правовую базу нашего государства и являемся в этих условиях единственным легитимным органом, представляющий интересы нашего государства, которое было создано нашим народом. Вот что такое Президиум правительства Чеченской республики Ичкерия. Поочередно, то один, то второй, возглавляет этот Президиум правительства, издаем постановления, и эти постановления распространяем. Наши вот решения этого Президиума строго в рамках соблюдения нашей Конституции и сохранения нашей государственности. Другого органа на данный момент нету, но идет пропаганда, говорят, что якобы этого нету в Конституции. В Конституции не может быть все. Как говорится, мы не можем подложить под себя солому, если не знаем, что упадем. И в этих условиях, соблюдая вот эту вот линию, был создан наш Президиум правительства.
И мы на этой основе держимся, и это есть легитимный орган власти. Более того, сообщу вам, что наша задача передать правопреемственность нашей власти, которая была избрана в 90-м году, следующей власти. Вот эту задачу мы перед собой ставим. А не изменение, не отход от этого государства. Вот что является такой президиум, и вот каковы основы. Документы, которые я сейчас сказал, они обоснованы, есть. Поэтому мы свой корабль ведем к берегу и на основе нашей Конституции. А не так, как эти сегодня, то у них 2002 года Конституция, то у них мы являемся частью России, то другие говорят, что никакой власти нету. Это неприемлемо для чеченского народа, который создал свое государство при развале Советского Союза в 1991 году. Вот вам мой ответ на ваш вопрос, Фатхулла. Спасибо большое. Как я понял из этого выступления, значит, так называемая общественная организация, Кабинет министров, Да, это всего-навсего общественная организация, которая действует в пользу Российской империи. Несомненно, несомненно. Легитимная, не имеющая под собой конституционной основы, Никакой. общественная организация добровольцев. Извините меня, сказано слишком сильно общественная организация. Это самозванцы, которые выдают себя за власть чеченского народа. Это есть с этой точки зрения попытка захвата власти с точки зрения нашей Конституции и является тягчайшим преступлением. Вот чем они занимаются, и все, которые вокруг них, являются их пособниками. Ну, да? Совершенно верно. Вы имеете полное право, как человек, соблюдающий Конституцию, предъявлять им такие обвинения. Да-да. Так как они действуют в пользу оккупационной власти. Да, вот так. Да, фактически, получается, президиум – это временный рабочий орган, который планомерно защищает Конституцию. Это люди, которые имеют полномочия от нашего народа. Они были избраны нашим народом. А все остальные в этом плане должны понимать. И молодежь должна понимать, что только этот путь является единственным и правильным с точки зрения мироздания сегодняшнего, то, что происходит в мире. Против этого, если мы будем двигаться, мы окажемся еще в худшем положении. И это очень опасно. Абсолютно согласен. Надо всеми силами защищать то завоевание, которое было достигнуто. Иметь собственное государство для народа – это большое историческое завоевание. Тем более построенное на современной конституционной основе, отвечающей всем международным нормам. Так оно и есть, да. Мы это доносим всегда и каждый раз, и пишем, и говорим. Наша задача сохранить правовую базу нашего государства, чтобы на этой основе мы развивались, жили в сообществе других государств мира. Это суверенное, независимое, демократическое, правовое государство. Правовое. Понимаете, это очень важный момент. И это как раз то, что нужно и России, и другим. Вот это основа.